Первый русский поэт Державин не знал русского языка, потому что думал по-татарски. Мы еще со школы помним, как трепетно относился Александр Сергеевич Пушкин к первому русскому поэту Гавриилу Державину и вспоминаем такие строчки из его романа в стихах. «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». Евгений Онегин. Александр Сергеевич Пушкин, глава 8, строфа 2. Но как на самом деле относился Пушкин к Державину? Почитаем переписку с его другом поэтом Дельвигом, которому он посвятил такие строчки. «Явились мы рано оба на ипподром, а не на торг, вблизи Державинского гроба, и шумный встретил нас восторг». Итак, письма Пушкина к Дельвигу воспроизводятся по следующему источнику. А.С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. Том 9. Письма 1815-1830 годов. Письмо за номером 136 А.А. Дельвигу. Первые числа не позже 8 июня 1825 года из Михайловского в Петербург. Читаем отрывки. Кстати, в скобках заметим, два персонажа, упоминаемые в этом отрывке, и Державин, и Суворов, имеют татарские корни. Итак, письмо, отрывок из письма. «По твоем отъезде, — пишет Пушкин Дельвигу, — перечел я Державина всего. И вот мое окончательное мнение. Этот чудик не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка. Вот почему он и ниже Ломоносова. Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы, исключая, чего знаешь. Что ж, в нем мысли, картины и движения истинно поэтические. Читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, то есть Державина надо было еще перевести, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем, не говоря уж о его министерстве». Кстати, Державин был первым министром российской юстиции, и недалеко от Казани в Лаишском уезде поставлен ему памятник. У Державина должно сохранить будет от 8 до несколько отрывков, а прочее сжечь. Его гений можно сравнить с гением Суворова. Жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом. Довольно об Державине. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Так сам говорил поэт о себе самом, когда ему на ум приходили удачные мысли.